больших новостях. Не ограничивайте возможности. Почему инвалидам каждый год приходится доказывать свою недееспособность? С таким отношением государства я не могу рассчитывать на его помощь. Отчего незрячих и колясочников стало больше, а условий для них все меньше? Платите сами. Как государство пытается позаботиться о пенсиях самозанятых? Где гарантия, что я сегодня отнесла туда деньги, а завтра кто-то свыше не решил ими воспользоваться? Кому и сколько налогов должны платить фрилансеры и что такое единый совокупный платеж? Проверить на профпригодность. Какие экзамены будут сдавать воспитатели, чтобы получить повышение зарплаты? И перестанут ли педагоги бить детей? Мой ребенок сидит с кровоподтеками, со следами удушья. Начнем с ЧП в Алматы. В центре города произошло тройное ДТП. Пострадали 6 человек. Все началось с того, что лихач на Hyundai захотел проскочить на красный. Не получилось. Машину-нарушитель снесла сразу два автомобиля, BMW и Deo. Авто кружились на месте, а BMW откинуло на тротуар, где немец врезался в дерево. В результате аварии пострадали 6 человек, 5 доставили в больницу. Жуткое видео пытки, которое кто-то выложил в интернет, пришлось расследовать полицейским актауном. Ужасает то, что и жертва, и мучители – дети. Причем методы этого, страшно сказать, развлечения похожи на средневековую экзекуцию. Малолетние хулиганы примотали своего сверстника к столбу скотчем, затем закидали. Здесь, конечно, разбираются, но, похоже, есть и те, кому проще проблему замять. Почему дети насилуют других детей? Из маленького села в Туркестанской области эти семьи приехали в Алматы за помощью. Женщина надеется, что в большом городе найдется тот, кто заступится за ее ребенка. Подростка и матери еще насиловали в школе-интернате. Я спросила сына, правда ли это? Он сказал, да, я стеснялся вам сказать. Это делали с моего ученика из старшего класса. Но он спал и запугивали его, чтобы никому не сказать. Она вспоминает, что сын часто жаловался на боли в животе, думала обычное расстройство, лечила таблетками. Были и другие сигналы, которые стали понятны только теперь. Иногда он приходил в синяках. На руках, на локтях были ссадины. Спрашивали, а он говорил, я упал, я ударился. Мы представить не могли, в чем настоящая причина. Его мучили, связывали. Несмотря на уговоры сельчан выносить ссор из избы и лить уят, родные пошли в прокуратуру и полицию. Но мать жалуется, что с результатами экспертизы стали тянуть, следователь грубить, а руководство интерната, где подростки могут играться до уголовной статьи, якобы пыталось замять некрасивую историю, проверенным способом. К нам приходили директоры, заведующие интернатом. Спрашивали, сколько просишь, сколько денег дать. Предлагали 500 тысяч, миллион. Я не взяла деньги. Говорят, в интернате тут же начались проверки, но директор еще до результатов поспешил заявить, что на образцовое заведение и на него лично наговаривают. Я считаю, что такого у нас не могло произойти. Об этом сейчас говорят и сами воспитанники. Все лежали в одной комнате. Никто и никому не предлагал деньги. Об этом и речи не было. Скитаясь в Алматы по съемным квартирам с 15 тысячами в кармане, Ушица из маленького аула все-таки нашла того, кто заступится за ее ребенка. Адвокат Айман Умарова считает, если издевательства над школьником имели место, то понести наказание должны не только малолетние садисты. Когда дети насилуют детей, в первую очередь виноваты взрослые. Их надо всех привлекать к уголовной ответственности. Директор, учителей, которые знали об этом. Я не говорю, что они не знали об этом. Где воспитательная
Говоря об ответственности взрослых, адвокат имеет в виду и недавний случай в поселке Абайн той же Туркестанской области. Там старшеклассники насиловали 7-летнего мальчика. В школе, где учились и жертва, и его мучители, педагоги тоже ничего не замечали. Ребенок был совершенно нормальном настроении. Он приходил и уходил. То есть никаких замкнутостей, никакой агрессии у ребенка не выявилось. Суд по этому делу начался после 5 месяцев расследования и множества экспертиз. Из 4 насильников колония грозит всего одному. Мне кидали позвонить, тетя видит, как он шар. Было очень больно и обидно за сына. Я себя винила. Но главное сейчас вылечить сына. Он не стал агрессивным, мысли не лезут. После шумихи в СМИ районные полицейские передали это дело следователям областного ДВД. Там заверили, что теперь история на особом контроле. Но адвокат семьи считает, что время упустили в самом начале. Вместо того, чтобы в тот же день, в ту же минуту быстро назначить эту экспертизу, да, быстро провести такие необходимые следствия, этого не происходит. Гербицидті қолдану керек па? Гербицидті қолмаса? Оны емес, бауырының осындай ауыр халде жатқандығына туысы шыдай алмаған болу керек. Қазіргі таңда облысымызда 110 науқасқа Ресурстан кеталым. Обичка да. Обичка. Давам дегенше. Пауза қоямын аха. Пауза. Бар обичка.